Съемки телепередач, тем более в прямом эфире, весьма ответственное и хлопотное мероприятие. Ведь может произойти все, что угодно. Приветствую, с вами LifeForce и 10 фейлов в прямом эфире. Вспомните, друзья, сколько смеха и позитива вызывают случаи, когда кто-то вокруг нас ненарочно оговаривается. Что уж говорить, когда подобное происходит на телевидении, да еще и в прямом эфире. Ведь порой из уст ведущих новостей можно услышать столько нелепых оговорок, невольно задумываешься, о чем были их мысли в этот момент. Ну, сами послушайте. Совсем недавно из чеченского плена были освобождены два крупных турниров в Уимблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого «большого шлема». Создал прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климовск остался без представительной власти. Полицейские Кызылорды взялись за водителей. Подобная же модернизация отечественных НПЗ в ближайшие годы должна стать «пошел в жопу». Индийское телевидение, впрочем, как и кинематограф, крайне серьезное действо. А кто это не усвоил, набитая рука строгого репортера всегда напомнит об этом. Порой в гонке за интересным сюжетом телеведущие совершенно не задумываются о своей безопасности. Репортер Тереза Мэнион, ведя репортаж о сильнейшем шторме, где призывают не покидать свои жилища, невольно сама оказывается в самой гуще событий. И вот итог. Порой происходящее на заднем плане во время прямого зефира может выглядеть куда более захватывающе, чем, собственно, сам репортаж. Особенно, когда происходят подобные эпические моменты. And it's a natural thing, of course. I mean, I could work out all day, and obviously I'm an ex-athlete myself. Всем известно, что телеведущие славятся тем, что умеют держать себя в руках, даже порой в весьма нестандартных ситуациях. Но что прикажете делать, если во время зачитки новостей, очень хочется чихнуть? Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Простите, до свидания. Обезьяны, собственно, как и люди, зачастую недурно отжигают, как, например, во время этого репортажа. Никто и предположить не мог, что этот волосатый примат начнет распускать руки. Ну да ладно, здесь, кажется, никто и не против. Пресс-конференция с представителями сексуальных меньшинств, приуроченная ко Дню толерантности, закончилась, не успев начаться. Нетолерантное было в тот день настроение. Мои партнерши меня выступит правозащитник. Так. Давай. Ну, давай. Прямой эфир всегда полон неожиданностей. Ведущий одного из зарубежных каналов спокойно и уверенно ведет свой репортаж и, кажется, даже не догадывается, что творится у него за спиной. Да, собственно, там ничего и не происходит, просто паренек за стойкой решил пригубить импровизированного мохито и выпить за здоровье телезрителей. В общем, должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Друзья, а теперь выясним, кто из вас самый внимательный зритель. В ролике была допущена оговорка. Жду ваших комментариев с ответами. На этом все. Ставьте лайки и не забудьте подписаться. До новых встреч. Пока!